Он закрепил принципы современной российской государственности, определил полномочия ветвей власти, гарантировал права и свободы граждан. Сегодня вся страна отмечает День Конституции России. По всей стране проходят выставки, концерты и торжественное вручение паспортов юным россиянам. Амина Ушахова в числе счастливчиков. Этого дня она ждала давно. И сегодня получает свой первый паспорт, а вместе с ним и билет во взрослую и ответственную жизнь, двери в которую уже наполовину открылись. Я получаю очень много прав и обязанностей. Начинается то есть подготовка к взрослой жизни, и к 18 я уже буду вполне знать, какие у меня есть права, как я могу помочь стране. Нам вручили вот такую Конституцию Российской Федерации. Особенно это будет полезно для тех, кто поступает на юриста, в том числе и я. Это поможет как-то подготовиться к студенческой жизни, так сказать. И, если начать читать, то можно будет вполне себе выучить многие статьи. Основному закону четверть века. За все время его действия в ряд ее статей были внесены поправки. Последние касались воссоединения Крыма с Россией. Все эти события жители Малгобека прекрасно помнят и к таким поводам подходят ответственно. Именно в этот сегодня день мы решили чуть приукрасить такое событие, важное событие в жизни каждого гражданина Российской Федерации – это выдача паспортов. И сегодня 12 юношей и девушек сегодня у нас получат паспорта. Государственный гимн – главный атрибут государства и традиционное начало любого мероприятия. Он же закреплен и в самом начале Конституции России. Стихи, мотивы полюбившихся песен и пожелания в адрес новых полноправных граждан звучат отовсюду. Сегодня вы получаете второй документ после свидетельства о рождении. Этот документ имеет для вас особое значение. Вы стали частью нашей Родины, частью гражданин Российской Федерации. Вы стали гражданами Российской Федерации, то есть России. Эта многовековая история нашей Родины будет продолжаться именно вами. Именно в вас мы хотим видеть наше будущее. Столько всего сделано для вас. Я очень прошу вас, как подметил Жамалей Факиев, Жамалей Магомедович, будьте достойны своей малой Родины и большой страны. Я вас поздравляю. Это путевка в жизнь. Учитесь, читайте Конституцию. Этот день давно перестал быть выходным, а нерабочим считается только в одном случае, если выпадает на субботу или воскресенье. На часах ровно 12, а значит вплоть до 8 вечера жители без предварительной записи с российским паспортом могут обратиться в любой федеральный или территориальный орган исполнительной власти, в органы местного самоуправления, по любому волнующему их вопросу. Вот и в администрации Малгобека собираются жители, семейные, бытовые, личного характера или проблема всего города. Вопросы накопились самые разные. К примеру, Исадина Гандалоева волнует состояние дороги, проходящее рядом с местной школой. Хотя через дорогу едет, он и машины там вот здесь вот и вимos были там. Я Салбарков. Мы сегодня же дадим поручение начальнику отдела, производственного отдела, чтобы он с выездом на место произвел замер данной улицы. И в ближайшее время, в течение недели мы проведем из песчаной гравийной смеси данную дорогу. А вот Алихан Вильхиев обеспокоен проблемами восточной части Малгобека, а точнее по улице Гоголя, где, по словам Алихана, отсутствует освещение. Детям, когда они вечером идут домой, очень сложно, в темное время суток особенно. Сегодня прием граждан у вас, поэтому я хотел попросить от жителей, чтобы вы сделали там освещение. Нами проведена была такая работа по устройству освещения рядом с школой, 18-й школой. У нас новая школа построена в западной части города. Там тоже была проведена работа по освещению улицы. Но данная улица, были обращения жителей и ранее, но тем не менее мы до 25 числа этого месяца постараемся сделать там освещение
и провести эту работу. Георгий и Галина Плешаковы – жители одного из многоквартирных домов Малгобека. Их же на прием привела проблема с дымоходом. Что с ним до сих пор остается загадкой. То ли засорился, то ли нуждается в ремонте. Однако случай привел к отравлению некоторых жильцов угарным газом. Только чудом удалось выжить. Вопрос обещали решить сегодня же. Мы поставили специальный аппарат «Страж» называется, который как только какие-то лишние там, немного газ или угар, что-то попадает, в пределах где-то 10% он начинает пищать. Мы случайно в Инстаграм узнали за этот прием, решили обратиться к вам за помощью. Мы этот вопрос в ближайшее время, я выеду с этим начальником туда на место, мы этот вопрос решим. Но тем не менее, есть газовая служба, которая контролирует вот это направление. Вот эти домовое газовое обслуживание, у вас есть с ними договор? Газовый? Да. Если нет вытяжки, как они могли с вами заключить вот этот договор? Вы знаете, я не знаю вообще... Просто мне интересно, они там проверяют вот этот дом на предмет вытяжка какая там. Не обошлось и без просьб о трудоустройстве. Фатима Гайтукиева пришла на прием с личным портфолио. Там свидетельство трудовых успехов женщины. Стаж работы более 20 лет, в том числе и на руководящих должностях. В данном случае ваши документы мы рассмотрим и постараемся решить ваш вопрос положительно. Вот эти 3 года я не работала, так как были семейные обстоятельства. У меня заболела мать, и мне пришлось просто уйти с работы. А сейчас вот как бы я пришла в себя после долгой, так сказать, депрессии. И вот я решила обратиться сегодня, так как сегодня День Конституции, 12 декабря, общероссийский день приема граждан, поэтому я и решила обратиться. Остались довольны ответом? Да, я очень осталась довольна ответом. Я надеюсь, что мой вопрос будет решен. Большинство вопросов жителей удается решить здесь же, на месте, с привлечением ответственных лиц. И, как показывает практика, из года в год обращений становится все больше. Обращений много. Со вчерашнего дня люди приходят, записываются. В прошлом году было где-то 20 обращений у нас. И все вопросы, которые были поставлены на прошлогоднем общероссийском дне приема граждан, все эти вопросы были решены. Всех проблем сразу, конечно, не решить, но можно постараться. В администрации заверяют, ни один вопрос не останется без ответа. Зелимхан Галоев, Адам Далаков, Новости 24.